Здравствуйте все! Добро пожаловать на канал Магия Песка. Дорогие мои зрители, всех вас сердечно благодарю за ваши лайки, хорошие добрые комментарии, за вашу поддержку, за ваши просмотры. Земной вам поклон. Давайте сегодня сделаем отсыпочку на такую тему. Чем удивит вас судьба в ближайшие 2 месяца? Что за удивление, с чем это связано, как это будет происходить. Все аспекты, все просмотрим. Загадайте, пожалуйста, на себя и давайте вместе смотреть. Я прошу высшие силы дать мне возможность ответить на все ваши вопросы и послать для вас только самую важную, нужную и полезную информацию. Так, а удивиться вам будет чему на самом деле. Здесь вышло много событий, вы все разные, да, отсыпка общая. Вы принимаете мои предсказания именно по своей ситуации. Смотрите, здесь у меня показаны вы. Вы, которая возвращается к прошлому, либо возвращается в прошлое. Какая-то мысль, какая-то идея, какое-то предложение, которое вы придумали, либо получили в прошлом, напоминает о себе. Здесь как попытка все назад вернуть, либо попытка воспользоваться теми возможностями, которые были у вас в прошлом. И идет такая информация, что все вас ждет, да, все вас ждет, ничего не поменялось. И если вам когда-то кто-то предлагал какую-то должность, работу, вы можете обратиться смело к этому человеку и получить эту работу, эту должность. Если у вас была какая-то своя гениальная идея, вот когда-то что-то вы придумали, хотели этим заниматься, но по нехватке времени, либо не было возможности, вы что-то вот прям забыли, отложили, скорее всего, начнете этим заниматься. Назад в прошлое для того, чтобы что-то получить, что-то заработать, что-то приобрести, как-то себя продвинуть именно в настоящем. Здесь хороший момент. Не бойтесь возвращаться в прошлое, не бойтесь адаптировать прошлое под настоящее, у вас все получится. Здесь замечательный момент, когда ваше прошлое, либо наработки вашего прошлого вам очень здоровски помогают. Сейчас у вас в руках кувшин, и он пуст. Но когда вы нырнете в свое прошлое, вам удастся просто вот прям под завязочку наполнить этот кувшин. Чего бы это ни касалось, денег, возможностей, отношений, опять же таки, да, назад в прошлое, причем очень удачное. Удачный возврат в прошлое для того, чтобы случилось счастье в настоящем и в будущем. Так, следующий момент. Какой-то жадина. Жадина, человек закрытый, жадный и на деньги, и на комплименты, и на помощь. Человек, который сам за себя, либо любит только себя, либо думает только за себя. Человек, от которого вы ничего хорошего не ждете. По мере надобности вы с этим человеком контактируете. У кого-то, например, это родственник, и от родственника никуда не денешься. А у кого-то отыграется, что может быть даже какой-то, не знаю, там сосед, либо начальник, либо коллега, либо просто знакомый человек. Вы контактируете. Вот вы смотрите на этого человека и думаете, ну, от тебя я точно ничего не жду. И просить не буду, потому что знаю, что никогда не поможешь, не дашь, там, не выручишь. От этого человека вам идет рука, в которой что-то есть. Человек может сам по своей воле, по своей инициативе прийти к вам и предложить, например, свою помощь. Предложить какие-то, не знаю, финансы, предложить, может быть, как-то поучаствовать в вашей жизни. Для вас это будет настолько удивительно, настолько неожиданно, вам сложно будет в это поверить, да, что от такой жадины, от такого закрытого человека идет такое предложение. Причем вы не просите. Вы не просите, вообще даже об этом не думаете. Тут человек сам тянет к вам руку. На руке у него, либо у нее что-то есть. Вот. Здесь вам такой прям даже совет идет. Ничему не удивляйся, все нормально. Помощь принимай. Помощь тебе понадобится, помощь тебе пригодится. Так, дальше. Здесь какие-то разборки будут происходить. Разборки с вашим вовлечением, либо разборки из-за вас. Здесь 2 человека либо из-за вас ругаются, либо вы с кем-то ругаетесь, а вот третий встает на вашу сторону. Смотрите, у одних отыграется, например, в семье.
Ну, допустим, вы ваш муж, либо ваш любимый, и его, например, там, не знаю, мама. Да? Вот, она ругается с вами, критикует вас, и вот ее сын встает на вашу сторону и говорит: так, мама, спокойно, мы сами разберемся, тебе спасибо и давай пока. Да, вот такой момент. Либо на работе, например, вас кто-то из коллег начнет там цеплять, задевать, а ваш начальник станет на вашу сторону и скажет: так, тихо, я все знаю, я знаю, кто на что способен, я знаю, кто как работает. Так, все конфликты мы убираем. А кто будет конфликтовать, того мы попросим на выход, да, по собственному желанию. Либо по какой-нибудь там статье за дебош, за сквернословие. Да, вот такой момент. Для вас будет настолько удивительно, что за вас заступаются, что люди видят вашу правоту, что люди тянутся именно к вам. Да, вот такое справедливое решение. Так, еще разборки могут быть на почве ревности. Ну, допустим, у вас есть какой-то знакомый, там, приятель, может быть, даже сосед, и ваш любимый может вас приревновать, побежать, там, не знаю, выяснять отношения, ругаться, там, драться, ну, у кого-то и драться отыграется. И при этом человек всегда себя показывал абсолютно таким спокойным, уравновешенным, и вам иногда, может быть, казалось, что он не настолько любит, да, либо ему все равно, с кем вы там общаетесь, с кем вы время проводите. Да, такие разборки могут быть. Но плохого я не вижу, я вижу ваше удивление, я вижу такое прям немножко даже как радость, да, что за вас там дерутся, что мужчина ревнует, либо что начальник стал на вашу сторону, либо что любимый выбирает вашу сторону в конфликте с его, например, семьей. И все-таки это как приятное удивление, неожиданное, но приятное. Так, еще ваша жизнь удивит каким-то событием, которое с вами никак не связано. Событие похоже на какое-то чудо. Чудо. То есть вы об этом либо увидите, либо услышите, либо прочитаете. Событие, которое вас на что-то вдохновит. Знаете, вы читаете о ком-то, либо смотрите о ком-то и думаете, ну, все-таки же есть что-то в этом мире, в этой жизни, да, как-то вот проявления какие-то высшего разума, либо высших сил. Кто-то, может, в инопланетяне верит, да. Ну, у каждого по-своему отыграется, но это такое впечатление на вас произведет. И вы под этим впечатлением как откажетесь от какого-то своего комплекса, либо какого-то своего страха. Вы больше будете доверять Вселенной, Создателю, больше, может быть, как открыты будете миру, да, для того, чтобы двигаться, не бояться, не стесняться и не закрываться. Прям, ну вот вы воспринимаете глазами информацию, либо смотрите что-то, либо читаете, и это вас по-настоящему вдохновит. Может быть, вы сейчас в каких-то переживаниях, кто-то в стрессе, кто-то в депрессии, но когда вы это увидите собственными глазами, либо прочтете, это вас реально вот как встряска, такая хорошая встряска, прилив веры, прилив уверенности и движения, да, вы спускаете свое движение вперед. Так, еще, чем удивит вас жизнь? Но здесь какой-то мужчина похож на пантеру. Красивый, молодой, может быть такой, знаете, действительно очень спортивный, либо, может, даже прозвище у него какое-то связано с пантерой, либо одежда, да, и на одежде у него этот логотип пантеры. Я забыла, как это называется. То ли Puma, то ли что-то. Какой-то бренд именно одежды, да, который использует изображение пантеры. Этот мужчина навострил лыжи в вашу сторону. Причем, я так понимаю, что мужчина очень красивый, и вы, ну, то ли считаете его таким ловеласом, жигало, да, как бы, ну, мужчина, который любит там свободные легкие отношения. Либо вы думаете, что такой мужчина на вас внимания не станет обращать. А он прям к вам, да еще и с правой стороны. То есть к вам идет мужчина красивый, с правыми мыслями, с правильными мыслями о вас, о ваших отношениях и с желанием действительно за вами ухаживать. Не просто там как поматросил, бросил, да, а именно отношения, причем отношения в долгую. Красивые ухаживания, либо очень такое деликатное, нежное и правильное внимание к вам, к вашей персоне. Вас это очень удивит. Станет ли он вашим поклонником, будете ли вы там общаться, встречаться, я не знаю. Но то, что такой прям видный, да, обычно, как говорят, видный мужчина обратит на вас внимание, для вас, конечно, почему-то будет шоком.
Правда, я не понимаю, почему, потому что женщина, вы красивая, умная, и я так понимаю, что на вас многие внимание обращают. Может быть, вы не всегда это видите, но тем не менее, смотрите, тут даже за вас драться будут. Поэтому зря вы так. Девушки, кто сейчас без отношений, обратите внимание на этого персонажа. Вот именно с правой стороны идет. Для серьезных отношений. Не для легких, не для интима, а именно серьезно. Он вас рассматривает как серьезную женщину для серьезных отношений. Да, у кого-то даже отыграется, что мужчина вас присмотрел именно в качестве будущей жены. Понимаете? Вот оценил вас по своей какой-то шкале ценностей, и вы прям самое лучшее. Да, еще плюс очень нравитесь вы этому мужчине, и вот он к вам идет. Так, еще 2 моста у вас вышло. Это каких-то 2 новых человека у вас появятся в жизни. Что будет удивительно, что вы как-то очень быстро с этими людьми сойдетесь, подружитесь, у вас прям такое плотное общение начнется с этими людьми. Особенно удивительно будет для тех, кто ведет какой-то обособленный образ жизни, либо вы не привыкли новых людей впускать в свою жизнь. Да, вы впускаете только тех, кто проверенный, либо какой-то очень узкий круг общения у вас. А тут прям 2 человека, и очень быстро вы сходитесь, люди просто какие-то мировые, вам легко с этими людьми, вам хорошо, комфортно с этими людьми, вот прям дружба у вас идет. Опять же, с правой стороны 2 моста, это говорит о том, что дружба будет в долгую, дружба справедливая, честная и благородная. Это, кстати, крайне редко встречается, да, благородство в дружбе. Но вас ждет это вас ждет сразу 2 друга, либо 2 подруги. Понятно, что вы все разные, по-разному у вас отыграется. Так, следующий момент. Момент связан с родственниками. Родственники. Либо какие-то родственники о вас вспомнят. Вот в прямом смысле слова, да, может быть, какие-то дальние родственники. Вы не общались, вы не виделись. Либо люди вообще не интересовались ни вами, ни вашей жизнью. Тут они о вас вспоминают, и у вас даже какие-то, я не знаю, совместные мероприятия. Может, они вас позовут, либо вы где-то будете встречаться с ними. То есть прям какое-то внимание, какие-то подарочки даже от этих родственников. То есть очень приятно будете проводить с ними время. И, знаете, такие мысли, а почему мы раньше не общались, да, почему не было такой теплоты между нами. Люди хорошие, вы хороший человек. А у кого-то отыграется ситуация, что найдутся какие-то родственники, о которых вы, в принципе, не знали. Может быть, где-то что-то слышали, но не знали конкретно, да, и эти люди найдутся. Причем мне идет так, что эти люди находят вас, да, они выходят на вас. Не вы разыскиваете родственников, это передача, по-моему, по телевизору была, да, «Жди меня» или что-то типа такого. Там еще очень классный актер ее вел. А именно родственники вас находят. Может быть, в соцсетях, может быть, через кого-то. найдут. Хорошие люди вас найдут, добрые люди. Они именно хотят поддерживать родственные связи. Им ничего от вас не надо. Скорее наоборот, видите, они вам что-то подносят, какие-то подарочки, какие-то подношения, да, какую-то, может, помощь даже будут оказывать. Хорошие люди вас найдут. Родня, да, одним словом, родня. Родня хорошая. Так, еще очень важный момент. Здесь мужчина с рогами вышел. Мужчина с рогами, мужчина с хвостом. Бес какой-то. Бес. Мужчина, который притворяется ангелом, а по факту это, извините, черт. Мужчина, который вам, скорее всего, пытался заморочить голову, пытался вас зачаровать, так, чтобы, возможно, в какой-то степени вами воспользоваться. Мне идет вообще, что вас кто-то предупредит по поводу этого мужчины. Какую-то информацию вы либо сами раскопаете, да, может, в интернете начнете его проверять и найдете про него просто скандальную информацию. Либо вас кто-то через интернет, например, предупредит и скажет, что этот мужчина, он не тот, за кого себя выдает, что этот мужчина лихой, коварный. И для вас будет шок, что он так притворялся, что он вам столько всего наговорил, а вы в какой-то степени действительно ему поверили. Я вижу, что вас от этого мужчины развернет просто на 180 градусов. У кого-то отыграются взаимоотношения, а у кого-то отыграются
ну, момент, я не знаю, там, сотрудничества, может быть, работы, может быть, вы хотели к этому мужчине обратиться за какой-то профессиональной помощью. Тут вы узнаете, что это какой-то обманщик, трикер, не знаю, кто он там, лжец, мошенник, который выдает себя за совершенно другого человека. И вам будет, ну, некомфортно, да, от мысли, что так много лукавых и проворных, лживых людей. Да. Ну, такая наука вам идет. Главное, что вы не станете его жертвой. Вот это самое главное. В последний момент, как будто бы вы выскальзываете из его вот этих вот липких рук, да, либо его сетей. Вам не стать его жертвой, вам раскусить этого человека и избежать, ну, обмана, грубо говоря. Так, и последний момент связан с какой-то денежной суммой. Денежная сумма, которая к вам идет прямо в руки. Это не заработки, это не какие-то, ну не знаю, без труда, да, грубо говоря, без труда вам положена какая-то сумма, какое-то начисление. Может быть, кто-то вам что-то отдаст, передаст, там, должники, эти доброжелатели, которые хотят вам помочь. Вам эта денежная сумма упадет ровно в тот момент, когда вам будет очень-очень нужна. Ну, допустим, вам нужно что-то заплатить, либо вам нужно что-то купить. Вы открываете свой кошелек, понимаете, что денег у вас нет, и буквально там в течение, там, не знаю, часа, да, может быть, 2 часов, эта денежная сумма вам попадает в руки. И для вас будет шок, что вот по вашей нужде к вам пришла денежка. Это просто замечательный знак. Знак легких денег и знак заслуженных легких денег. Да, своими какими-то добрыми деяниями, добрыми поступками, добрыми помыслами вы заработали себе этот приятный бонус. Высшие силы откликнутся на вашу потребность. Да, в нужный момент вам придет эта сумма. Это очень классно. Сумма небольшая, вот обманывать не буду. Небольшая сумма, но ровно столько, сколько вам будет нужно, будет вам дано. В знак того, что небеса, они всегда с вами, они вас видят, они вас любят, и они всегда готовы вам помочь. Ну и опять же, да, вы молодец, вы все это заработали, вы все это заслужили. Пусть не физическим трудом, но своим моральным обликом, своей доброй душой, своими благими помыслами. Так, мои хорошие, на этом все. Спасибо всем за внимание. Всем пока-пока.